Айсултан Назарбаев, внук Нурсултана Абишевича, еще 1,5 года назад предупреждал своего деда о заговоре против него. 6 июня 2020 года у себя в Фейсбуке он написал вот такой пост. Один и единственный Бог просил также передать Нурсултану Назарбаеву о том, что окружение президента спонсирует и обеспечивает сформированную группу салафитов всем необходимым, в том числе и оружием. Их численность около 400 человек. Они вооружены всем необходимым оружием для исполнения насильственного захвата власти, то есть силовым путем. Их прячут в лесах и горах, и часть из них была перебазирована в центральный Казахстан поближе к столице. Спутниковая и радиолокационная разведка смогут с легкостью найти их. Это и есть их второй план. Но этому не бывать, ибо так сказал альфа и омега, начало и конец. Чуть позже также из Фейсбука Айсултан обращается к Владимиру Путину, чтобы он передал разведывательные данные по запланированному перевороту в Казахстане. Причем не по обычным межгосударственным каналам, а лично в руки Назарбаеву. А стоит за всем этим ЦРУ. За попыткой переворота в Казахстане стояли спецслужбы США, а именно ЦРУ. Именно они используют салафитов и исламистов радикальных течений. Начинается все либо на религиозной, либо националистической основе. Главной задачей была установка хаоса под носом у России, чтобы окружить Россию и нейтрализовать ее. Этот план был запланирован еще в 1995 году. Также замешано ближайшее окружение президента, это была тщательно продуманная операция. Написал он уже через 3 дня. Уже 14 июня Айсултан пишет, что к нему пришли врачи из управления делами президента, заставили сдать анализы, которые показали, что в его организме спирт и наркотики. Молодой человек связывает это с постом про захват власти. 16 августа 2020 года, через 2 месяца после этих событий, Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне. Британские эксперты постановили, что причиной смерти была кокаиновая зависимость.